Құрметті әріптестер, бүгін тарих және уақыт жобасы аясында туындысы мен тағдыры ұштасқан біздің өлке атты онлайн кездесуін өткізіп отырмыз. Бұл онлайн кездесуіне Қарағанды облыстық бейнелеу өнері мұражайының қызметкерлері қатысады. Кездесуге келген қонақтарымызбен таныстырайын. Қарағанды облыстық бейнелеу өнер музейінің ғылыми әдістеме бөлімінің меңгерушісі Ереуова Мейрамкүл Айдарханқызы қатысып отыр, және осы музейдің ғылыми қызметкері Омарова Айгүл Сәулетқызы қатысады. Қазір бізде онлайн екі тілде өтеді, орысша және қазақша. Әрине, жаңағы 32-37-ші қуғын-сүргін жылдарында өздеріңіз білесіздер, тек қана қоғам қайраткерлері емес, сонымен қоса өнер қайраткерлері де үлкен репрессияға ұшыраған болатын. Бүгін біз сол репрессия құрбандары жайында да кең мағлұмат аламыз. Және өзіміздің Қарағандыдағы жалғыз облыстық жалғыз көркемөнер мұражайы жайында мағлұмат аламыз. Бұл жайында сіздер білуге тиіссіздер. Бұл мұражай 1988 жылы ашылған. Мұнда жаңа 10 мыңнан астам экспонаттар қойылған, және мұнда тек қана біздің Қазақстанның емес, тмд халық суретшілерінің де шығармалары сақталған. Қазір бұл жайында сіздерге толық ақпаратты Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музей ғылыми әдістеме бөлімінің меңгерушісі Ереуова Мейрамкүл Айдарханқызы толық тоқталып өтеді. Сөз кезегі өзіңізде, Айдарханқызы. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Бүгінгі онлайн кездесуге қатысушылар. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, бұл Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейі, біздің Қарағанды облысындағы жалғыз көркемөнер музейі. 1988 жылы ашылды. Бүгінгі күнде 11 мыңнан астам экспонаттарымыз бар. Ол экспонаттар бізде әртүрлі жолдармен жиналды. Ең алғаш рет бізге осы жергілікті суретшілеріміз сыйға тартты. Олар атап айтатын болса, Қазақ СССР еңбек сіңірген өнер қайраткері Абылкасов Меңгеш Мауленович, Крылов Виктор Иванович, Павел Реченский, Вениамин Вячеславович Шамшин, Осипенко Андрей, Гилевский, Саркис Санасян, Қалқабаев Мұрат Абдраманович, Фания Исламова, Төлеуғали Кенесбаев сияқты біздің суретшілеріміз өздерінің жұмыстарына сыйға тартқан болатын. Әрине олар әртүрлі техникада және әртүрлі жанрларда орындалған туындылар болды. Сонымен қатар сол жылдары осы музейдің алғашқы директоры болған, бүгінгі күнде әрине өмірден озып кетті, Иванина Наталья Ивановнаның еңбегі өте зор. Сол кездегі біздің музейдің ғылыми қызметкерлерімен біріге отырып, Наталья Ивановна көптеген хаттар жазды. Осы музей қорын толықтыру мақсатында. Ол КСР, КСФСР, Қазақ КСР мәдениет министрліктерінен, мемлекеттік Эрмитаж дирекциясына, Орыс музейінен, Қазақстан суретшілер одағына көмек сұрап хаттар жазды. Қазақстан суретшілер одағы көркем өнер көрмелер дирекциясы музей қорын қалыптастыруда көп ықпал етті. Олар көптеген жұмыстар бізге жіберді. Сол кездерде біз Алматыдан 100-ден аса автордың 300-ге тарта кескіндеме және графикалық жұмыстарын алдық. Олар атақты Қазақ СССР-ның халық суретшілері Қанафия Телжанов, Айша Ғалымбаева, Николай Крутильников және тағы басқада атақты суретшілердің сол кезеңдерде жазған туындылары еді. Сонымен қатар ресейлік суретшілердің де туындылары біздің музей қорына келіп түсті. Олар кеңес өнерінің негізін қалаушылар, Лучишкиннің суреті, бұл графикалық жұмыстар мен кескіндемелік жұмыстар бүгінгі күнде Третьяковка галереясында да сақталған, және Орыс музейінде де бар. Біздің музей қорымызда да бар деп біз соны мақтан тұтамыз. Біздің музейге Мәскеу суретшілер серіктестігінің бірлестігінің мүшесі, кеңестік қуыршақ театрының негізін қалаған Симонович Ефимовичтің, яғни 1925-27 жылдары салған суреттері де біздің музей қорына келіп түсті. Сонымен қатар 30-40 жылдары салынған Рубанның кескіндемелік жұмыстары, Дмитрий Митрохинның графикалық жұмыстары бүгінгі күнде біздің музей қорымызда бар. Әрине, қордағы шығармалар ол негізгі қор,
ғылыми көмекші қор, ауыспалы қор деп бірнеше түрге бөлінеді. Сол музейдің атқаратын басты міндеті негізінен жинақтау, сонымен қатар қалыптастыру, шығармаларды ғылыми зерттеу, оның өнердегі бағытын қалыптастыру, құндылығын, және сонымен қатар ол мысалы біздің музей қызметкерлеріне әр тақырып бойынша бөлініп берілген. Музей қызметкерлері сол өздеріне берілген тақырып бойынша оны зерттейді, әрбір суретшіге папкаларын толтырады, мақалалар жазады, және мысалы Қазақстанның кескіндемесі, Қарағандының кескіндемесі, тәуелсіздік мемлекеттер достастығы елдерінің кескіндемесі, және графикасы, мүсіндік өнері, сәндік қолданбалы өнер деген сияқты әртүрлі салалар бойынша бөлінеді, сол бойынша біздің музей қызметкерлері жұмыс жасайды. Әрине, біздің музейіміз шетелдік музейлермен де қарым-қатынаста жұмыс жасап келе жатырмыз. Біздің музейіміздің залында бірнеше шетелдік музейлер келіп көрме ашқан болатын. Олар мысалы Польшадан, Ресейден, Канададан, Израильнен және тағы да басқа, Румыния, Франция, Италия, ал біздің өзіміздің музейіміз көрмелермен Ресей еліне, яғни Курган қаласында көрмемізді қайтты. Сонымен қатар Қазақстанның көрме болатынбыз. Ал енді бүгінгі тақырыбымызға келетін болсақ, туындысы мен тағдыры ұштасқан біздің өлке. Біз білеміз, Қарағанды қаласында Карлаг орналасқан. Яғни осы тағдырдың тауқыметімен біздің қаламызға қуғын сүргінге ұшырап талай суретшілер келді. Осы тақырыпты зерттеп жүрген қарағандылық осы біздің ғылыми қызметкеріміз, музейіміздің педагог Омарова Айгүл Сәулетқызы. Омарова Айгүл Сәулетқызы қаншама халықаралық, республикалық конференцияларға қатысып, осы тақырыпты тереңнен зерттеп жүрген азаматшалардың бірі. Мен жаңа айтып өттім, біздің музейімізде 11 экспонаттар бар деп. Оның 1200-і осы қуғын сүргін. Құрметті әріптестер, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые зрители. Я, Омарова Айгуль Саулетовна, представляю Карагандинский областной музей изобразительного искусства и являюсь научным сотрудником нашего музея. Веду научный раздел по тематике творчества репрессированных художников. Как известно, 31 мая, День памяти жертв политических репрессий, который был объявлен еще в 1997 году первым президентом нашей страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Но тема репрессий поднялась еще в волну перестройки, когда появляются ростки демократии, и когда люди стали более открыто говорить об этой теме, о теме сталинских репрессий, и еще были живы те люди, которые проходили, испытали на себе страдания ГУЛАГа. Эта тема поднялась, и как раз в 1989 году был образован наш музей. И, как известно, территория Карагандинской области входила в состав Карагандинского исправительно-трудового лагеря. Территория Карлага была огромной. Она занимала километров почти такую же территорию, как и площадь Франции. И также в ее состав входил только Карагандинская область и лагерный пункт Нур-Султана и Мошнадинского лагеря. Испытания в этих лагерях
имели в основном статью 58. 58-я статья предполагала, что это враг народа. У нее было более 13 пунктов, и все они были с большим сроком наказания и с поражением в правах. Также всем известно, что под Нур-Султаном находился лагерь жен-изменников Родины. Это вообще был беспрецедентный случай в истории, потому что люди, которые не совершали вообще никаких преступлений и просто являлись в родственных связях родственниками, они за это были наказаны, получали статью и отправлялись в лагеря. Вот одной из целей лагерей ГУЛАГа НКВД было воспитание правопослушного советского гражданина. И помимо хозяйственных работ, поднятия народного хозяйства силами заключенных, еще лагерям вменялась такая задача, как перевоспитать всех заключенных. И поэтому в лагерях, почти в каждом лагерном пункте были культурно-воспитательные части. В этих культурно-воспитательных частях работали люди культуры, в том числе художники, которые тоже были из числа заключенных. И труд художников использовался в целях агитации. Они писали лозунги, плакаты, портреты вождей, украшали здания к любым праздникам советским. И их труд был целенаправлен именно на агитацию советской власти и советского режима, и в том числе направлен на перевоспитание всех заключенных для советской агитации. Поэтому художники, они были на каком-то особом положении в лагерях. Во-первых, это были люди обычно очень образованные. Как известно, в начале 20 века изобразительное искусство перетерпело много изменений и много родилось направлений, школ, стилей. Всем известно, что в этот момент появились авангардные направления, как кубизм, супрематизм. Но с 30-х годов началась активная борьба вот с такими современными направлениями искусства, которые по сегодняшний день являются и современными, и востребованными. Но и вот эти художники в силу своей передовой активности, они оказались в лагерях, и в том числе в Карагандинском исправительно-трудовом лагере. И когда наш музей образовался, то появилась возможность изучить вот этот пласт творчества, на котором родилось искусство в Караганде, этот пласт культуры, и изучить творчество тех людей, которые прошли Карлаг или вообще испытания ГУЛАГа НКВД, потому что многие заключенные проходили несколько этапов, несколько лагерей, несколько сроков. И все, кто трудился здесь, у нас на Карагандинской области, они вложили свой незаметный, но яркий след в искусстве, изобразительном искусстве. Как известно, репрессии разделяются на несколько, так скажем, видов. Это были и депортации народов, это были и статьи, обвинения, и суды в тройках, да, то есть статья 58, уголовные наказания, а также это были и трудовые армии, куда направляли людей
работать просто за чашку баланды, в кавычках, за чашку супа жидкого, некалорийного. А также были репрессии по национальному признаку. Это, например, репрессия касалась людей немецкой национальности, и они не только могли быть депортированы, но даже и получали срок из-за того, что в свое время не депортировались, нарушили закон Сталина о депортации, о высылке людей немецкого населения, получали за это статью как враги народа. Таким образом, в Карагандинском лагере было очень много художников. Нашему музею за более 30 лет существования удалось установить более 30 фамилий тех людей, которые имели срок и сидели здесь. Многие из них остались здесь жить и работать в Караганде и стали основателями Карагандинской школы живописи и Карагандинского изобразительного искусства. В первую очередь, это те люди, которые были очень сильными художниками с академическим образованием, которые воплотили свое творчество в педагогической деятельности. И сегодня мы назовем эти фамилии. Это уже известный на сегодня Владимир Александрович Эйферт, который был депортирован в 1941 году сюда, в Карагандинскую область, в совхоз имени Пушкина. Этот человек был в свое время директором Русского музея имени Пушкина. Есть такой один из крупнейших в России и в мире музеев. И 4 года он был директором этого музея, а также был представителем в посольстве во Франции, Германии, и был очень известным экспертом-оценщиком, коллекционером и музейным работником и искусствоведом. И вот в 2018 году мы вместе с центром «Карлаг. Память во имя будущего» при Академии Булашак. 2006 года существует этот центр у нас в Караганде. Мы выпустили книгу в соавторстве нескольких людей о творчестве этого человека на основе тех произведений искусства и тех документов, которые хранятся в фондах нашего музея. Эта книга называется «Художник Старой Караганды Владимир Эйферт». Почему Старой Караганды? Потому что он как раз-таки жил в том районе, который относится к пришахтным рабочим поселкам, которые уже сегодня нет. Это и часть старого города. И мы собрали в эту книгу не только воспоминания людей об этом человеке, но и все его произведения сюда вошли, его письма, его списки картин, которые были у него. И таким образом нам удалось восстановить все его творчество за те 20 лет, которые он провел здесь, в Караганде. А заслуга этого человека огромна. И мы помним и ценим не только его творчество, но и его педагогический вклад в нашу область, потому что он воспитал, вырастил и образовал более 300 людей, дав им академическое образование. То, которое дают в высших учебных заведениях за 4-5 лет, он за один только год воспитывал своих учеников и деля с ними всеми своими профессиональными знаниями. Кстати, вот сзади меня висит портрет, видите, вот такой большой голубой портрет, иногда мы называем его, это портрет его ученика Леонида Александровича Усайтиса, который посещал его изо-студию. Изо-студия была открыта еще в 1947 году при шахте имени
Кирова, здесь у нас в Караганде, и там, при этой шахте, в клубе, Владимир Александрович Эйферт вел свои занятия, и посещали кружок все от мала до велика, и маленькие дети, и старики с удовольствием посещали его кружок, и там взрастились наши профессиональные художники. Имена многих из них известны здесь, в Караганде. Это и Цой, и Гилевский, и Буш, уже нету в живых практически этих людей, но они дали дальше вот это образование, они дали дальше людям, которые посещали их студии или их мастерские. И вот Леонид Александрович был учеником Владимира Эйферта, и его автопортрет 1955 года сегодня мы можем лицезреть с вами, который написан благодаря мастерству Владимира Эйферта. Ну, хотелось бы еще сказать о том, что в нашем музее собиралась большая коллекция, более 1200 произведений искусства. Это не только живописные картины, но и графические листы, и скульптура также есть, и даже есть декоративно-прикладное. Это маленькая-маленькая вазочка из стекла, расписанная вручную, которая была создана женщиной Циммерман, которой было 2 срока, и она находилась в разных лагерных пунктах Карлага и создавала такие различные расписные поделки и дарила им всем своим друзьям, и таким образом через много лет до нас дошла вот такая небольшая вазочка. Также большая коллекция в основном пополнилась за счет того, что именно в 80-е, с 89-го года, в 90-е годы наши сотрудники были направлены в командировки в Москву, и там они находили тех людей, которые непосредственно проходили, значит, перевоспитание и срок в Карлаге. И таким образом большую часть коллекции нам удалось собрать, и наши сотрудники, они вживую встречались с этими людьми, они записывали их интервью, они привозили их фотографии, документы. И сегодня до сих пор мы ведем исследование всех тех материалов, которые удалось собрать. И, конечно, на этом работа не стоит, мы дальше и дальше и дальше пополняем все сведения, которые можем собрать и узнать. И таким образом у нас вышло за последние годы несколько книг. Одна из первых книг, которую мы выпустили, также совместно с Центром Карлаг «Память во имя будущего», это «Творчество в неволе». Сюда вошли, это не просто книга, но еще и альбом. Вот. Сюда вошли и работы, и биографические сведения тех художников, которые проходили Карлаг. Вот я открою, и вот видите, на одной странице как раз я открыла и попала на работу Генриха Фогелера. Вот видите, какой толщинный альбом, я думаю, у вас есть в библиотеке эта книга, потому что я знаю, что Академия Балашак почти во все библиотеки отправляет Караганды эти книги. И вот, говоря о творчестве Генриха Фогелера, хотелось бы сказать, что мы тоже выпустили полноценную книгу-альбом о жизни и деятельности этого человека, которая называется «Генрих Фогелер». Эта книга была приурочена к его 145-летию со дня рождения. 12 декабря в 1917 году исполнилось 145 лет этому всемирно известному художнику. В нашем городе есть памятник этому человеку на улице Ерубаева, между Назарбаева и Ленина, возле общества Видегербу, немецкого общества, стоит памятник этому гениальному художнику. Этот человек известен на весь мир
благодаря тому, что он является одним из создателей и основателей целого стиля, который называется югенстиль. Это молодое искусство, молодой стиль. Это немецкий модерн, который получил свое направление и свои характерные черты именно в Германии. Модерн — это направление, стиль, который был развит в конце XIX – начала XX века. И Генрих Фоглер – яркий представитель этого одного из удивительнейших и красивейших стилей в мире. Но интересна его судьба не только его достижениями в искусстве, а тем, что он был общественным деятелем. Он никогда не оставался далеко от тех процессов исторических, которые происходили в мире и в Германии. И его жизнь совпала с тем, что начались и революции, и Первая мировая война, Ноябрьская революция в Германии в 18 году. Он стал свидетелем всех этих процессов и вступил в коммунистическую партию. Его искусство изменилось, он стал писать плакаты, все заработанные деньги он давал голодающим, он стал активно пропагандировать коммунистические идеи, в корне которые были, наверное, не такие плохие, как сегодня в обществе, да, их говорят, наверное, о том, что равноправие и не должно быть голода, это в первую очередь то, что его волновало, и судьба маленьких детей, которые оставались без родителей, и поэтому усадьбу, в которую он сам построил для своей семьи, для своей жены, когда он жил в эпоху модерна, когда он был овеян романтическими идеями, когда он оформлял журналы, мебель, комнаты для богатых людей, когда он писал прекрасные картины, все это изменилось, и он понял, что он нужен социально, и все свои труды он воплотил в этом направлении, и свою усадьбу отдал для голодающих детей, сирот, и это была коммуна, где жили дети, и деньги он направлял для развития этой коммуны. С 23-го года этот человек посещает Советский Союз, ему нравится то, что появляется молодое государство, то, что оно провозгласило те идеи, которые волновали многих, и многие поддерживали политику этого государства и переезжали в Советский Союз, чтобы помогать строить это государство. И овеян этими идеями он переезжает в Советский Союз в 1931 году. Но оказалось не все так радужно, как ему представлялось, что политика совсем другая. И он, несмотря на то, что был в очень близких отношениях с первыми руководителями партии Советского Союза. Это был и Дзержинский, это были друзья Ленина, это люди, которые его поддерживали с коммунистической стороны, и это Эрнст Тельман, и он знал хорошо и Клару Цеткин, и Розу Люксембург, и он знал и дружил с Пиком Вильгельмом, это человек, который впоследствии станет президентом Германии. Он не находился в Москве, хотя там было много работы, он все время ездил по Советскому Союзу, по самым отдаленным уголкам этой огромной, необъятной и молодой страны. Он и был и в Узбекистане, и в Таджикистане, его дороги проходили через Южный Казахстан, через Турксиб. Он был в Азербайджане, в Дагестане, проехал вот через Кавказ, жил в Одессе какое-то время, он посещал Волжскую, вот эту немецкую автономию, и там выпускал учебники для детей этой немецкой автономии. То есть он полностью был активен.
хотя не был членом коммунистической партии. Но в 1941 году за все его деяния случилось так, что он был депортирован сюда, в Карагандинскую область, и был отправлен в совхоз 1 мая. И здесь, к сожалению, жизнь его трагически оборвалась, потому что, оказавшись один, уже глубоко пожилым, почти 70 лет ему было, и он был нездоров, и оказался без средств существования. Он не знал, что его депортировали, он думал, что он эвакуирован, хотя был приказ ему явиться на перрон, на площадь вокзальную, и его проверяли со списком, и даже должен быть с ним его сын Ян Фогелер, но Яну Фогелеру заступилась их соседка Дзержинского супруга, сама Дзержинская написала в Кремль письмо, и Яна Фогелера как носителя немецкого и польского языка отправили в школу разведчиков, а Генриха Фогелера отправили сюда, в Караганду, и он думал, что он эвакуирован. На самом деле оказалось, что он был в депортации. Здесь не было, естественно, работы как художнику, ему дали в руки лопату, кирку и отправили работать на плотину. Он должен был строить плотину за кусок хлеба, потому что денег у него практически не было. И он голодал, и умер от истощения, и голода, и болезней в 1942 году, вот в июне месяце. И даже за вот этот короткий срок, за полгода, который он пробыл здесь, в Карагандинской области, он оставил после себя своеобразное графическое наследие. Во-первых, он написал здесь книгу своих воспоминаний, которая была опубликована позже в Германии его последователями, соратниками. Он здесь писал листовки антифашистские, и некоторые из них отправились в Москву, там тиражировались и раскидывались над немецкими войсками. На немецком языке он писал воззвания. И еще хотелось бы добавить, что он был в списке личных врагов Адольфа Гитлера. Под номером 42 был такой список, и он в этом списке вместе со своей второй женой Софьей Мархлевской, она была номер 3, они были врагами этого человека и должны были быть расстреляны. Вот еще, наверное, одна книга, которую я бы вам хотела показать, это наш последний выпуск, который мы выпустили. Я вспоминаю, это книга Льва Примирова, человека, который 16 лет прожил в лагерях и прошел не один лагерь. Книга содержит в себе уникальные рисунки и воспоминания о лагерной жизни этого человека. Вот я хочу продемонстрировать только один из рисунков, который он сопоставлял с адом, эту лагерную жизнь. Количество людей в бараках было больше в огромное количество раз. Вместо 50 человек в бараке помещалось 250, и они находились как просто кильки в консервной банке, в жару и в холод. Конечно, смертность, заболеваемость была высокая. Я так понимаю, время, да, подошло к концу? Жақсы, рахмет сіздерге. Міне бүгін біз сіздермен үлкен кездесуде Карлаг жайлы және осы өнер мұражайында болған суретшілер жайлы жақсы мағлұмат алдық деп айтамыз. Бізге кездесуге шыққандарыңызға көп рахмет айтамыз. Әлі де біз сіздермен тығыз байланыста, мынау карантин ашылғаннан кейін сіздердің музейге барып көруімізге де болады деп ойлаймыз мұны. Приходите, мы всегда вас рады видеть, любых посетителей мы рады всем от мала до велика, и наши двери всегда открыты, мы только ждем, когда карантин закончится. Біз оқырмандарымызды сіздерге жіберіп, соны көруге ертең да тығыз байланыста боламыз дейміз. Жақсы, рахмет. Сіздерге көп рахмет айтамыз. Осындай бізбен онлайн кездесуіне шыққандарыңызға.
Міне қаншама мағлұмат алды біздің әріптестеріміз. Сондықтан да мен сіздерге көп рахмет айтам. Мейрамкүл Айдарханқызына, Айгүл Семетқызына көп рахмет. Міне жақсы сау болыңыздар. Осымен біздің бүгінгі онлайн кездесуіміз аяқталды. Жақсы сау болыңыз. Сау болыңыз.